Так просто держать туда. А с ним то? Оно? А это то? Да, не, ну это... Я думаю, можно выдернуть. Нет, это хватит это самое. Держи. Ну, естественно, мобильность 5.0, какой-то конкретный слышно? Так, если микрофон... А, ну, подшучу. Мы сегодня с переводчиком... Тогда лучше я не говорю. Микрофон переводил. Я развернул. Zdravím vás, dobrý deň, dobré odpoledne. Нормально? Да? И в перископе, и ВКонтакте. Však my zároveň vysielame do webinára, tak Нормальная информационная демонстрация. zaplňujeme priestor informácií. Слышно, понятно, да? Môžem? Hlasnejšie môžem? Так, hlasnejšie. Dobre, bude hlasnejšie, hej? Dobre. Budem sa snažiť. Значит, я сейчас коротко расскажу вам о Skyway то, что вы никогда не слышали, даже не представляете, что это такое. Ja vám teraz poviem niečo, čo ste v živote o Skyway nepočuli a ani si nepredstavujete, čo to vlastne je. Я думаю, что и наши зрители, которые они тоже не до конца понимают, чем мы занимаемся и что вообще суть того, что мы с вами, того, что мы делаем под названием Skyway. Dokonca ani tí, ktorí nás sledujú teraz na webinári, nevedia zrejme to, o čom ideme hovoriť, nepočuli, nevedia si predstaviť, čo pod Skywayom rozumieme. Я думаю, что здесь уже было много презентаций, не будем повторяться, поэтому сразу перейдем к тому, что, я думаю, является самым интересным для тех, кто сегодня слышит Prejdeme priamo k tomu, čo je najzaujímavejšie, о Skyway. preto ostatné ste už možno počuli. Сразу начну того. Слышали, наверное, о концепции мобильности 4.0. Počuli ste zrejme o koncepcii mobilnosti 4.0. Если не слышали, то коротко объясню двумя словами, что это такое. Krátko, dvomi slovami, čo to je. Poviem. Значит, вы понимаете, что мобильность 0.0 это когда все люди ходили пешком и ни на чем было ездить. Mobilita 0.0 je peší človek, keď nebolo na čom jazdiť, len peši. Как только человек сел на лошадь, сразу появилась новая концепция 1.0. Ako alebo na koni, človek si sadol na koňa, už bola koncepcia 1.0. Потом человек придумал колесо, появилась мобильность 2.0. Keď sa objavilo koleso, mobilita sa dalo stupňovať 2.0. Это лошадь и телега. Kôň a vozík. Kôň a vozík. Потом человек придумал поставить на телегу двигатель и уже ездить без лошади. Potom sme odstavili koňa a dali sme motor na vozík a už bola stupeň Это 4. мобильность 3.0. 3.0, tak, pardon. И буквально до 90-х годов прошлого века, 20 века, было понятие мобильности 3.0. То есть мы ездили на двигателе внутреннего сгорания, мы на нем летали, мы на нем плавали. Do 90. rokov minulého storočia sme žili na úrovni 3.0, sme cestovali, teda s motormi, s vnútorným spalovaním, umiestnením vo vozítku. Но потом пришла электроника. Prišla elektronika, IT. mozgy, ITčkári. Стало понятно, что если в эту телегу с двигателем мы ставим еще мозги, то это будет другое устройство. Keď dáme rozum do takej mašiny, tak je to zase nové zariadenie, už na inej úrovni. И с этого момента стало входить 4.0 понятия, то есть по аналогии с информационными, с операционными системами. Takže v analógii s informačnými supertechnológiami je to analogicky 4.0 stupeň. Для того, чтобы решить те задачи, которые сегодня стоят перед транспортом. А какие это у нас сегодня основные задачи, основные проблемы? Takže teraz pred dopravou stoja aktuálne otázky a problémy, ktoré treba riešiť. A ktoré sú to? Естественно, проблема номер один – это авария, это смертность, это сколько людей гибнет сегодня. Problém číslo 1 je úmrtnosť, havarijnosť dopravy v súčasnosti v celom svete. Потому что 1,5 миллиона человек сегодня гибнет на дорогах. 1,5 milióna ročne ľudí zahynie na cestách a doprave. Более 10 миллионов становятся инвалидами каждый год. Viac ako 10 miliónov sa stávajú invalidmi rôznych stupňov následkom havárie. И
И вторая проблема, очень важная, автомобили сжигают, ну и самолеты, все, кто летают на двигателях, ездят и летают. Druhý problém to je to, že motory ako automobilné a letecké spalujú palivo. Это экология. Это то, что выбрасывается сегодня при сжигании миллиардов тонн. Spalovaním miliardy tón paliva uhlovodíkov. И поэтому задача, которая стоит перед интеллектуальными системами, которые входят сегодня в автомобиль, To, čo stojí je dnes v automobiloch, pred tými systémami leží úloha. первое – это безопасность, Poprvé bezpečnosť, и вторая – это экологичность. druhé ekologičnosť dopravy. И вот эти задачи сегодня решаются, и все это называется сегодня мобильностью 4.0. То есть решить эти задачи для того, чтобы автомобиль, ну или самолет стал интеллектуальным. Toto sú úlohy na úrovni 4.0 intelektuálnych dopravných systémov, to je, aby automobilné lietadlá boli v automatických a ekologických režimoch. Вот напротив нашего стенда у нас сосед стоит автомобиль Tesla. Oproti nášho stánku stojí automobil Tesla. Он электрический, без двигателя внутреннего сгорания. Elektrický, bez motora s vnútorným spalovaním. И у него очень много мозгов. Má veľa rozumu v sebe. Весь вопрос, он решил проблемы 4.0, которые сегодня стоят. То есть он стал более безопасным или более экологичным. Otázka znie, je bezpečnejší a ekologickejší než predtým? Значит, с точки зрения экологии, это миф о том, что электромобиль более экологичный, чем двигатель. Z pohľadu ekológie je to mýtus, nemôže to vyriešiť. Потому что для того, чтобы произвести, передать и потратить энергию, которая сегодня идет для зарядки аккумулятора, надо потратить энергии примерно в 7 раз больше, даже больше, в 7,5 раз больше, чем для обыкновенного автомобиля. Je to mýtus pretože pre výrobu dopravu, teda samotný pohyb zariadenia a tomu dobíjanie 7-krát viac energie zapotreby ako u obyčajného automobilu, obyčajného spalovacieho, vnútorného spalovania. Поэтому это полная иллюзия, что электромобиль более экологичный. Nabíjanie je teda nie ekologické, je to teda mýtus. А с точки зрения безопасности, если у вас автомобиль едет на автопилоте, но вы находитесь на одной дороге с людьми, которые едут в обычном режиме, Elektromobil s automatikou sa pohybuje stejne medzi automobil s obyčajnými ľuďmi. то вы находитесь даже в более уязвимом положении, чем тот, кто едет без автопилота. Ste ešte v horšej situácii ako ten, ktorý nemá autopilota, že sa viete sám vyhnúť. Потому что в критической ситуации за вас принимать решение будет робот по какому-то алгоритму. Pre rozhodnutie v kritickej situácii preberá na seba robot a nie vy ako človek, ktorý Не говоря уже viac о тех improvizuje. проблемах, когда выскочил ребенок на дорогу или животное. Nehovoriac o tom, že vyskočilo na cestu nejaké zver, alebo teda nebude aj dieťa. Сразу могу сказать, что в одной плоскости этого решения нет. Tak na jednej rovine to riešenie týchto problémov na automobiloch nie je možné v atómnej doprave. Единственное решение, которое может здесь существовать, это разнести на разные уровни человека или кто ходит по земле, и автомобиль или робота, который движется на втором уровне, над землей. Takže jediná možnosť je oddeliť človeka chodiaceho po zemi, tú jeho rovinu a rovinu dopravy, automobil alebo nejakého iného zariadenia automatického na inej vyššej úrovni, mimo. В авиации этот вопрос уже частично решен. Автороботы сегодня уже летают. То есть автопилоты, авиапилоты сегодня летают. V leteckej doprave autopiloty fungujú, autopiloty aj lietadlá, tam je to viac menej zabezpečené, že sa nezrazí s chodcom. Сделать это в автомобиле на сегодняшний момент невозможно. V automobile sa to nedá robiť, alebo v doprave automobile. Это проблема и законодательная, и проблема этическая. Je to aj, Что важнее человека и машины? áno, je to aj Áno. juridistický problém a či je dôležitejší človek alebo auto a tiež etická rovina tú svoju rolu hrá. В технологии Skyway сегодня эти вопросы все решены одним самым главным техническим вопросом, одним техническим решением. V technológii Skyway sú tieto otázky riešené jediným technickým prístupom alebo jediným slovom. Это разнесено между первым и вторым уровнем машины и человека. Oddelený je človek a stroj.
Как только появляется эстакада второго уровня, по ней может двигаться уже транспортный андроид, то есть робот, фактически которым является сегодня Unibus и Unibike. Takže robot vo forme Unibusu alebo Unibajku sa pohybuje na vyvýšenom mieste od ľudí, od tej roviny dopravy ľudí. А с учетом тех показателей, которые... Вот эта картинка видно, так сказать, Unibike и Unibus. Unibike vpravo, Unibus vľavo. Это два сегодня робота, которые решают все задачи мобильности 4.0. Sú dva roboty, alebo teda zariadenia, ktoré riešia úroveň 4.0 mobility. А с учетом, что Unibike может двигаться со скоростью 150 км в час на энергии, которую вырабатывает сам человек, вращая педали, Unibike je schopný sa pohybovať rýchlosťou 150 km za hodinu a dokonca alebo z energie, ktorú tam pedálami dokáže človek vyvinúť v tom vnútri toho bicykla. это экологичность другого уровня. То есть мы создаем систему, которая вообще не будет потреблять никакой энергии внешней. Vytvárame systém, ktorý nebude potrebovať v princípe vonkajšiu energiu, dokáže si vyrábať sám. Поэтому мы назвали это уже мобильностью не 4.0, а 4+. Потому что она уже выше того, те задачи, которые сегодня ставят. Naviac tých úloh 4.0 sme teda nazvali tento prístup 4+, teda vyšší o niečo. И что мы ввели принципиально новое вопрос, а что же будет тогда пониматься под мобильностью 5.0? Takže sme postavili znovu otázku, čo bude, alebo novú otázku, čo bude mobilita číslo na úrovni 5.0. И мы ввели новое такое абсолютное понятие, которое сегодня в транспортном мире даже не обсуждается. Vyťahli sme teda pojem, ktorý sa v súčasnom svete vôbec nediskutuje. Это концепцию мгновенного перемещения. Koncepcia je to koncepcia okamžitého premiestnenia sa. Сразу могу сказать, это никакой мистики, никакой фантастики, никакой телепортации. Nie je to nejaká mystika, nejaká teleportácia. Это совмещение нескольких функций, когда вы перемещаетесь. Je to zmiešanie niekoľkých funkcií v čase, keď sa premiestňujete. Я приведу такой пример. Napríklad privediem. Сегодня смартфон, вот, которым мы пользуемся, для того, чтобы позвонить, мы его используем сегодня меньше, чем на 5%. Smartfón napríklad, ktorý používame o menej ako 5% jeho možností. Все остальное он дает функции, которые заложены в приложении как платформа. Takže všetko ostatné, čo my nevyužijeme, je tam založené platforma. Это понятно, да? Так вот, точно так же. Наш Unibike, он будет выполнять функции намного больше, чем вам надо в нем ездить. Takže Unibike, to naše zariadenie, bude tiež plniť o mnoho viac funkcií, než len to, že sa chcete premiestniť od A do B. Ну, я вам уже приводил пример, что там может стоять велогенераторы и физические тренажеры, когда можно заниматься. Môžu tam byť napríklad trenažery, telocvičňa, То есть неважно, стоите вам дома, надо вам ехать или нет, вы можете крутить педали, вырабатывать электроэнергию и аккумулировать ее в... Môžete si nabíjať baterku, treba z doma si v ňom, keď sa vám nechce jazdiť niekam inám. А когда вам надо ехать, вы на этой энергии можете поехать в любое место. Potom s tou energiou môžete ísť na to miesto, kam chcete. Таким образом, физическое, то есть фитнес, то, что сегодня нам не хватает энергии, мы начинаем направлять на то, чтобы на этой же энергии перемещаться. Takže z nedostatku energii my vlastne si vyrábame energiu na to, aby sme sa mohli premiestňovať. И буквально вот сегодня мне прислали на интернет сообщение о том, что компания Watson сегодня установила свой суперкомпьютер в электроавтобусы для того, чтобы человек, ездя по территории пока только студенческих городов в Америке, могли пользоваться суперкомпьютером. Práve dnes som dostal informáciu, že firma Watson uviedla do svojich elektrobusov, autobusov svoj systém počítačov superkompútera na skúšku. A teda je to v študentských mestečkách len a bude môcť teda študenti premiestňujúť sa budú môcť komunikovať a opracovať do systému.
для нас это особенно интересно, что мы уже полгода ведем переговоры с IBM о том, чтобы в нашем мини-байке устанавливать Watson, искусственный интеллект. Pre nás je to zaujímavé z toho titulu, že my už vyše pol roka s firmou IBM komunikujeme o tom, že naše systémy, naše bajky budú vybavené systémami kompjúternými IBM. А с учетом, что это индивидуальное пространство, сюда может устанавливаться суперсовременная аудио- и видеосистема. Takže sa to dá vybaviť aj super audio a video systémami, keďže je to systém súkromného prostredia a individuálneho. Поэтому сейчас мы абсолютно четко можем утверждать, что наши юнибайки и юнибусы это будут андроиды нового поколения, именно транспортные андроиды нового поколения. Takže sú to, môžeme tvrdiť, naše unibajky budú a unibusy, nové androidy, nové systémy transportu. И перемещаясь в таком транспортном средстве, вы можете одновременно учиться, лечиться, отдыхать, заниматься спортом или просто спать. Môžete robiť všetko v tom, ne? Môžete sa liečiť, vylepšovať si kondíciu, môžete študovať, môžete spať, môžete pozorovať krajinu, čokoľvek, vytvoriť si tam prostredie, aké potrebujete. Управляться такой андроид будет с голоса, и по любому вашему желанию в Париж он может вести вас сразу в Париж. Takže keď si zaželáte a vyslovíte, chcem ísť do Paríža, tak takýto bajk vás tam samozrejme nasmeruje. Вот это все входит в понятие концепции транспортной мобильности 5.0. Takže toto všetko vchádza, to, čo sme teraz hovorili, do tej koncepcie 5.0, čo sme ako vyniesli tento pojem. Ничего подобного ни одна система не может предложить даже близко. V najbližšom období žiaden systém, ktorý poznáte, poznávame, to nemôže ponúkať a vy to ponúkame. Начиная с конца этого года будем участвовать в автомобильных выставках, где показывать возможности юнибайка. Takže najbližší, do konca roka budeme na výstavách, kde predstavovať tieto naše bajky a unibusy, na výstavách automobilov a podobne. Если наши коллеги будут нас удивлять каждый раз либо дизайном, либо отделкой автомобиля, keď nás naši kolegovia budú prekvapovať a tešiť novými dizajnovými prvkami automobilov, то мы будем каждый раз показывать новые функции, которые обладают юнибайки. takže my za každým ukážeme novú funkciu našich unibajkov a unibusov. И по мере этого удивления пределов здесь нет, когда мы в юнибусе можем поставить, допустим, сауну, джакузи и массажный кабинет. Takže nedivte sa, keď najbližšie predstavíme tam jacuzzi, nejakú saunu, takomto, alebo masážny kabinet. То есть пределов по этому представлению просто не существует. Takže hranice využitia tohto dopravného prostriedku v súčasnosti nevieme si predstaviť ešte. Вот если коротко, то это концепт мобильности 5.0, к которому мы сегодня подошли, который мы сегодня показываем. И что самое приятное, друзья, мы это уже изготовили и уже испытываем. То есть это технология, которая уже в реализации. Takže to najpríjemnejšie je to, že my to, čo tu teraz rozprávame, vlastne privádzame do života a dnes už to aj vyrábame a máme vyrobené a ukazujeme ľuďom. Завершить, скажем, такой обзорный курс, я могу сказать, что это только маленькая толика тех возможностей технологий, которые сегодня заложены ее автором, инженером Юницким. Je to len malý kúsok toho, čo všetko obsahujú predstavy a technológia Skyway od pána Junického, toho, čo všetko sa ešte bude len predstavovať v ďalšom období. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. Na budúce o tom pohovoríme viac. Вот если коротко то, что касается Краточко. новых направлений с точки зрения транспорта, что мы создаем. Kratučko o nových smeroch dopravy, ktorými sa zaoberáme a snažíme sa teda naplniť. Давайте, если есть вопросы. Keď sú otázočky, nech sa páči. Так, если записал. V sobotu je konferencia, máte pozvánky. Спасибо за внимание. Bude to tam obsažnejšie. Ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa, dovidenia. Za svidenú. Значит, здесь что можно сказать, что самое важное, что неважно сколько людей, у нас сейчас несколько тысяч человек было в прямом эфире. Nie je dôležité, koľko ľudí sedelo tu, ale niekoľko tisíc nás sledovalo
webináru. Все, спасибо. Все. Takže ľudia už nechodia ani na 5-0 a sedia doma a pozerajú. Смотрят тут, что делают. To je ten